Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня и не только. Сегодня в выпуске. Аслан Бжания совершил рабочую поездку в Очамчирский и Ткварчалский районы. Семья Зои Ромаи, россиянки, пропавшей во время наводнения в селе Алахадзе, написала на имя министра по ЧС Льва Квицыни открытое письмо. В Сухуми появились два смарт-аппарата, которые выдают порцию корма для животных, если опустить в них пластиковую бутылку. Аслан Бжания совершил рабочую поездку в Очамчирский район. В поездке главу государства сопровождал премьер-министр Александр Анкваб. Перед совещанием с активом района Аслан Бжания ознакомился с ходом работ по освещению республиканской трассы Псоу-Ингур. Побывал на месте проведения русловыпрямительных работ на реке Кадор и проинспектировал работы по благоустройству набережной Очамчиры. Первый этап работ по освещению республиканской трассы на участке Сухум-Очамчира завершен. Установлено 600 опор от поста ДПС в селе Адзюбжа до села Лабра. Начальник УКС Тимур Агрба рассказал, что в рамках второго этапа также установлено порядка 300 опор от центра поселка Гулрыбш до начала села Адзюбжа. До 30 сентября все работы будут завершены. И дальше уже от Лабры в сторону Очамчиры, как вы и давали нам поручение. Вообще мы планировали до Ткварчальского поворота, но вот за счет экономии нам удалось еще приобрести 109 опор, и мы до железнодорожного переезда в город Очамчира тоже будем освещение делать. Это в рамках сметной стоимости, но вне планов, как у нас получилось сэкономить. Далее Аслан Бжания осмотрел ход русловыправительных работ на реке Кадор, которые ведутся уже около 3 месяцев. Протяженность участка более 2 километров, ширина 200 метров. Из-за выхода реки Кадор из берегов постоянно подтапливает ближайшие села, и это наносит колоссальный ущерб местным жителям. На укрепительные работы из резервного фонда президента выделено более 60 миллионов рублей. Задача сейчас его доработать и дочистить. И дальше. Вот на той стороне, видите, бугор? Вон там, вот это 1,5 километра. Это старая дамба. Как она должна идти? В самом деле, это его пойма реки. Она заполнила эту пойму реки и ушла туда. Наша задача сейчас его вернуть сюда и создать береговую линию. Следующей точкой осмотра стала набережная Очамчиры. В части набережной уже уложили тротуарную плитку на площади около 3000 квадратных метров на сумму более 5 миллионов рублей. Сейчас идет укладка брусчатки от площади Конституции в сторону отеля «Черноморская жемчужина». Высажены туи, установлены лавочки, урны, фонтан с питьевой водой, скульптуры, проведено освещение. Также на набережной обустроена спортплощадка. Работы были начаты в начале апреля. Сметная стоимость проекта почти 2 миллиона рублей. Средства выделены из местного бюджета. Глава района Беслан Бигвава также показал президенту отремонтированный стадион. Затем состоялось совещание с активом района, в котором приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, руководитель администрации президента Джонсух Нанба, министр внутренних дел Роберт Киут и общественность города. На повестке стояли вопросы финансово-хозяйственной деятельности, результаты работы районных отделений МВД, филиала Черноморэнерго. Доходная часть бюджета Очамчирского района за первое полугодие 2023 года при плане 126 миллионов 210 тысяч рублей выполнена на 42 миллиона 677 тысяч рублей, что составляет 33,8%. Это на 83 миллиона 523 тысячи рублей меньше ожидаемого. Неисполнение бюджета Очамчирского района по доходам первого полугодия обусловлено отсутствием сырья, производственной хамсы у 6 рыбоперерабатывающих предприятий. Говоря о причинах низких показателей выполнения плана, Беслан Бигвава отметил, что пополнение доходной части бюджета района во многом зависит от работы рыбоперерабатывающей отрасли. В осенне-зимнюю путину минувшего года в акватории Абхазии было выловлено всего 6,5 тысяч тонн хамсы при квоте в 35 тысяч тонн. За учетный период получена дотация республиканского бюджета в сумме 18 миллионов 467 тысяч рублей. И в сумме 1 миллион 830 тысяч рублей на проведение юбилейной даты победы Великой Отечественной войны Абхазии 1992-1993 года. Субсидии в сумме 68 миллионов 737 тысяч рублей.
На выплату заработной платы работникам образования, здравоохранения и культуры финансовая помощь из средств резервного фонда президента 1 миллион 150 тысяч рублей. Аслан Бжаниев, заслушав отчет, задал ряд вопросов о формировании бюджета района и частном бизнесе. Объект в Тамышах, Золотое Руно. Сколько человек там работает? Там, вот по моим данным, сегодня там работает 68 человек. В основном это все местное население, которое там работает. Заработная плата рабочих составляет в среднем 32 тысячи рублей. Вот пример Сегодня- занятости, правильно, да? Да. Это только те, которые работают на самом объекте. Какое-то количество людей тоже привязаны. к этому Привязаны объекту. таксисты, кафе пооткрывали, домашняя кухня вокруг. Понятно. Плюс люди проводят. Также сейчас новый объект, Черноморская жемчужина. Сколько человек там планируется? Там, по-моему, не все еще Планируется работают. больше 100, но у них пока загруженность неполная. Вот на сегодняшний день 50 человек работает. Тоже в основном все это местные жители. Президент подчеркнул, что главной задачей всей совместной работы – увеличение числа рабочих мест и экономически активных граждан. И наша с вами задача сделать так, чтобы экономически активное население, количество активного населения экономически росло. Вот не было рыбы, одна отрасль, значит провал такой. Надо развивать другие отрасли. Для этого есть и люди, и территория есть. По этому поводу у нас идет большая дискуссия. Была предложена программа развития туризма как ключевой отрасли нашей экономики. Туризм является ключевой отраслью на самом деле. И его надо развивать. Это нам понятно и по духу близкое направление деятельности. За туризмом пойдет развитие сельского хозяйства, за туризмом пойдет развитие села, соответственно, сохранение нашей культуры, нашей традиции. За этим пойдет развитие транспорта, логистических возможностей страны. Также президент поговорил с жителями Ачимчирского района, ответил на ряд вопросов, пообещал разрешить некоторые проблемы. На совещании была затронута и тема закона об апарт-отелях. Если программа будет принята в том виде, как предлагается, это всего 300 гектаров на всю Абхазию. 0,3% от береговой линии. Много? Это то, что изменит экономику страны. Процесс надо запустить. Он носит лимитированный характер, ограниченный характер. Всегда в этот закон можно будет изменить, внести изменения, еще более его ужесточить. Премьер-министр Александр Анкваб, говоря об упомянутом законе о правовом регулировании апарт-отелях и опасениях, связанных с демографией, озвучил некоторые цифры рождаемости и смертности в республике. По информации Александра Анкваб, с 1994 года с поправкой в 2-3% в Абхазии появилось на свет 48 тысяч человек, умерло 40 тысяч человек. Число родившихся больше числа умерших на более чем 8 тысяч человек. Родилось абхазов 31 462 человека. 31 462. Умерло 12 833. Плюс 18 629 человек. Это в том числе и в адрес тех, кто связывает демографию с апарт-отелями, с гостиницами, с экскурсиями, со многим другим. Так. Так вот, нам надо опасаться не апарт-отелей, а таких заболеваний, как ковид. Браки, которые были 19-20 год, в 2020 году появилось на свет 955 абхазов, переходящий 19 на ковидный 20 год. В 2021 году число родившихся абхазов уменьшилось на 100. Вот чего надо опасаться. Вот где реальная угроза демографии. В ходе встречи с активом Аслан Бжани и Александр Анкваб высказались по целому ряду тем, волнующих граждан. Рада Чачава, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж о рабочей поездке президента в Ачимчирский район смотрите в ближайших выпусках новостей. А накануне глава государства посетил с рабочей поездкой Ткварчалский район. Перед совещанием с активом района президент побывал в бывшем цитрусовом совхозе Аяйра и в селе Кахора, где выращивают голубику. Обо всем подробно в материале Гугуцы Вардания.
В советское время в бывшем совхозе Аяйра в селе Кохора росли различные сорта цитрусовых, которые славились отборными и вкусными мандаринами и апельсинами. Однако спустя годы территория практически превратилась в лес. В 2022 году предприниматель София Бигвава начала возрождать на этой земле цитрусовую культуру, взяв в аренду у государства сроком на 25 лет 300 гектаров. Сегодня здесь высажено до 10 тысяч корней цитрусовых. К тому же, по словам предпринимателя, саженцы, которые планируется высадить в следующем году, не будут где-то закупаться. Их возьмут уже с собственного сада. Мы сами их выращиваем, и в будущем можно сделать такой парник, и здесь можно будет приобрести даже кому-то, кто захочет, лучший качественный мандарин, саженцы, питомник. Вот 10 тысяч корней мы там высадили, они сейчас вот такие маленькие. 10 тысяч корней? Да, трифулята, на который потом насаживается уже. А когда вы их посадили? Мы в апреле посадили этого года. Потому что мы их закупили у местных жителей саженцы, уже двухлетники. Вот, и посадили сейчас несколько видов мандарин и лимонов. На 300 гектарах посадят мандарины, апельсины и лимоны. Уже высажены карликовые мандарины. Ждут своей очереди апельсины, для которых сейчас подготавливается почва. С одного дерева карликового мандарина можно получить до 10 килограммов урожая, отметила София Бигвава. Планируется посадить и фихуа. Далее президент направился в бывший совхоз Кохора, который также в советское время славился своими культурами. С 2019 года Илана Джопова выращивает здесь голубику. Выращивание данной культуры – это кропотливый труд, и он дал свои результаты. Сегодня кохорская голубика реализуется не только на абхазском рынке, но и успешно на российском. В зависимости от сорта цены на голубику разные – от 350 до 700 рублей за килограмм. Если себестоимость закладывать, на сколько лет вы так это? Себестоимость вместе со сбором, с уходом, он обходится в 370 рублей один корень. 1 килограмм? Я как один корень считаю, Руслан Георгиевич. Один Я корень. считаю А сколько его корень дает килограммов? Ну, в этом году некоторые 3. 2 килограмма дали, некоторые 3 2, дали, кто-то 500 180 рублей на 1 килограмм. Да, Хозяйство освобождено от экспортных пошлин и от НДС. Платится только налог с заработной платы и аренда земли. Урожай голубики в прошлом году составил 7 тонн, в этом году 14. По словам Иланы Джопова, планировали вырастить до 35 тонн ягод, но помешали погодные условия. Во время сбора голубики на плантации в день работают до 160 человек, все местные жители. Сбор голубики начинается в мае и продолжается до середины июля. В бюджет Кварчалского района за первое полугодие поступило 106,4 миллионов рублей. Собственные доходы составили 16,9 миллионов рублей. Остальные средства – это дотации из республиканского бюджета. Расходы за отчетный период составили 107,6 миллионов рублей. Из них 87 миллионов рублей на выплату заработной платы. План поступления налоговых платежей в Ткварчалском районе выполнен на 111%. В первом полугодии в районе было проведено немало мероприятий в различных сферах. В частности, велись работы по реконструкции Ткварчалского районного рынка. В настоящее время возникли необходимость в дополнительных видах работы. После их финансирования работа будет продолжена. Проведена реконструкция центрального городского парка, оборудована детская площадка и установлены теннисные столы. Сметная стоимость этих мероприятий – 15 миллионов рублей. Меняют тротуарную плитку и по улице Шавгенова. Сметная стоимость этих работ – 2 миллиона 600 тысяч рублей. Завершены работы по замене кровли жилого многоквартирного дома по улице Горького. Установлена детская площадка по улице Очемчирская. На ликвидацию последствий стихийных бедствий израсходовано порядка 300 тысяч рублей. В первом полугодии была оказана материальная помощь по заявлениям 30 гражданам на сумму 465 тысяч рублей. Недавно Ткварчалский район был внесен в список туристических маршрутов Абхазии. Район с каждым годом набирает все большую популярность среди туристов. Силами местных предпринимателей открываются новые объекты, способствующие повышению уровня обслуживания гостей. Ремонт автодороги к поселку Акармара значительно увеличит поток туристов в Ткварчалский район, подчеркнул Исидор Дочия.
Сметная стоимость ремонта дороги составила 140 миллионов рублей. Подготовка к ремонту автодороги уже началась. Одной из основных проблем остается нехватка рабочих мест. Решение данной проблемы связано с Кварчалским угольным месторождением, подчеркнул глава района. В настоящее время ведутся проектно-изыскательные работы с российско-турецкими партнерами. Скоро команда инженеров и геологов из Российской Федерации начнет буровые работы. К концу августа будет доставлено оборудование во все угольные терминалы. Данный проект предполагает открыть около 1000 рабочих мест. А также надеемся, что строительство апартаментов в Республике Абхазия не обойдет и наш город, что будет способствовать увеличению населения. Мы, в свою очередь, целиком и полностью поддерживаем данный проект. При администрации Ткачевского района создана комиссия для подготовки проекта развития Ткачевского района в перспективе до 10 лет, где будут отражены вопросы по созданию рабочих мест, открыть новых предприятий, развитие отдельных отраслей, экономики, увеличение количества населения и так далее. До конца текущего года проект будет завершен и представлен на ознакомление президента Республики Абхазия. В первом полугодии в Ткачевском районе сумма начислений за потребленную электроэнергию составила более 82 миллионов рублей. Из них выплачено всего 8,5 миллионов. 300 с хвостиком физических лиц и небольшая часть льготников. Процент оплаты за потребленную электроэнергию составляет 7,9%. В 2012 году было 3412 потребителей физических лиц. Процент оплаты был лучший в республике, в стране. 68,3%. Вот над этими 4 цифрами надо поработать. Это был лучший показатель в Абхазии. Такие же были показатели потом 2013 года. Сегодняшняя ситуация, к сожалению, Аслан Георгиевич, такая. Из нее мы выйти можем только совместными усилиями. Подводя итоги совещания, президент отметил, что необходимо во всех сферах проводить грамотную работу, и только тогда будет результат. Я просто хочу еще раз напомнить, мы независимое государство, которому помогает Российская Федерация. Но помощь Российской Федерации не может быть безграничной, она носит ограниченный характер. Наши же потребности значительно больше, чем та помощь, которую нам могут сегодня оказать. Мы сами должны научиться работать. Мы сами должны научиться создавать предприятия. Поэтому мы сегодня находимся на таком этапе, знаете, не цивилизованный, а цивилизационный подход. Если мы научимся работать грамотно с применением современных форм хозяйствования, тогда у нас будет прорыв. Работа на всех уровнях в городе, она значительно лучше, чем то, что было до 2020 года. И об этом говорят цифры. Но этого очень мало. Должно быть больше. И это и ваша, и наша совместная задача. За 6 месяцев в Кварчалском районе зарегистрировано одно преступление, и оно раскрыто. Также зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором 2 человека получили легкие телесные повреждения. Гугут Савардания, Рамок Камкия, Абхазское телевидение. Аслан Джания встретился с музыкальным менеджером, художественным руководителем культурного центра «Сириус» Хансом Йоахимом Фраем. Президент выразил надежду, что встреча станет импульсом для плодотворного сотрудничества в сфере культуры. Ханс Йоахим Фрай, в свою очередь, выразил благодарность за теплый прием и подтвердил намерение укреплять культурные связи с республикой. Основной темой двустороннего сотрудничества в ближайшем будущем может стать организация фестиваля Абхазии на площадке культурного центра «Сириус» с участием абхазских артистов эстрады, танцевальных и театральных коллективов. Состоялась встреча спикера парламента Лаши Ашуба с уполномоченным по правам человека в Абхазии Анас Кишмария. Омбудсмен рассказал об итогах рабочей поездки в Москву, о встрече с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и о подписанном соглашении о взаимопонимании сторон. Лаша Ашуба выразил уверенность, что абхазо-российское сотрудничество в области прав человека принесет только положительные результаты.
Делегация Абхазии во главе с вице-премьером Бесланом Диопо и заместителем министра иностранных дел Ираклием Тужба прибыла в Никарагуа на празднование 44-й годовщины триумфа сандинистской революции. В аэропорту делегацию встретил советник президента Никарагуа Лауриано Артега. Беслан Диопо, говоря о взаимоотношениях Абхазии и Никарагуа, отметил, что народ Абхазии, который так же, как и Никарагуа, боролся за свою свободу, всегда будет благодарен Республике Никарагуа и команданте Даниэлю Артеге за признание независимости и суверенитета. Находимся над душой и сердцем. Мы из-за океана, из братской Абхазии привезли вам огромное, большое спасибо, благодарность братского народа, народу Никарагуа. Народ Абхазии, который прошел также нелегкий путь становления государства, независимости, он очень благодарен народу Никарагуа и его лидеру Даниэлю Артега за признание независимости, одной из первых, которые признали независимость. Для нас это очень важно и дорого. Еще раз выражаем вам большую благодарность, и мы всегда рядом, хотя и далеко находимся, над душой и сердцем, и с вами, так же, как и вы находились в то наше тяжелое время с нами. Затем правительственная делегация посетила посольство Абхазии в Никарагуа. В программе визита запланированы рабочие встречи с республиканскими министрами и подписание программы мероприятий на этот год между двумя странами по сотрудничеству в области образования, культуры, спорта и молодежной политики. Министр внутренних дел Роберт Киут провел выездное совещание с личным составом ОВД по Галскому району. Министр высказал ряд замечаний по работе и дал соответствующие поручения, которые потребовал выполнить в кратчайшие сроки. Подробности в репортаже пресс-службы ведомства. Товарищ министр внутренних дел Республики Абхазия, личный состав ОВД по Галскому району находится при исполнении служебных обязанностей. Замечаний происшествий нет, докладывает заместитель начальника ОВД по воспитательной работе подполковник Шкерия. Министр внутренних дел Роберт Киут провел выездное совещание с личным составом ОВД по Галскому району. В совещании также принял участие заместитель министра Беслан Чкадуа. Заслушав доклад начальника отдела внутренних дел Беслана Живани, генерал-майор Киут высказал ряд замечаний по работе личного состава Галского ОВД. Вы молодой коллектив, вот здесь вот находитесь. Галс сегодня является самым спокойным регионом в Абхазии. Но это не ваша заслуга. Это заслуга ваших старших, людей, которые здесь погибали, для того, чтобы был здесь порядок. Но вы пытаетесь его переиначить. Я хотел бы, чтобы весь личный состав это слышал, потому вас всех здесь собрал. Ко мне поступают периодические жалобы о поведении личного состава. Здесь я проработал не один день, и очень много людей здесь знают. Ни в коем случае недопустимы поборы. Здесь живут люди, граждане нашей страны. Из-за таких, как некоторые из вас, гибли здесь ребята, наши друзья. Если в ближайшее время, если здесь не будет наведен порядок, то будем наводить его другими силовыми средствами. Мы должны обеспечивать правопорядок, а не сами быть преступниками. Каждый преступник будет сидеть в тюрьме, в каких бы погонах он ни находился. Я вам это сделаю. Отныне будет так. Есть представители паспортной службы здесь. Как фамилия ваша? Вы начальник также? По вам отдельные вопросы тоже, что вы знали. Очень много тоже жалоб. Министр Роберт Киут подчеркнул, что хорошо знает проблемы жителей Галского района изнутри и хорошо владеет информацией с первых уст. В этой связи главой МВД поручено строго соблюдать должностные обязанности и руководствоваться исключительно законом о милиции, уставом и положением о службе в органах внутренних дел. Я скажу вам так, это не всему личному составу, который здесь присутствует, касалось того, что я говорю. Те, за которых я говорю, они знают себя очень даже хорошо. Надеюсь, что такого рода у нас беседы больше не будет. Что мы приведем в порядок самих себя в первую очередь, научимся работать и помогать нашим гражданам, выполнять свои непосредственно служебные обязанности. Я очень хотел бы, чтобы так было. В противном случае будет по-другому. Так что желаю вам успехов, желаю вам благополучия. Во всем, что нужно,
Беслан, ты знаешь прекрасно, любые заявки, мы готовы вам помочь, готовы оснастить всеми необходимыми средствами, которые вам нужны будут. Главное, поставьте работу в правильное русло. Я хочу, чтобы здесь подразделение работало достойно. Не будоражьте население. Надо помогать людям, которые в этом очень сильно нуждаются. Это ваша непосредственная задача – обеспечение правопорядка. Все поручения министр Роберт Кют потребовал выполнить в кратчайшие сроки, отметив, что лично проконтролирует их выполнение в ходе следующего совещания в отделе внутренних дел Галского района. Семья Зои Ромайя, россиянки, пропавшей во время наводнения в селе Алагадзе, написала на имя министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квицини открытое письмо. В письме родные пропавшие женщины выражают благодарность абхазским спасателям. Вот некоторые выдержки из письма. Мы думали, что 9 июля только у нас случилась беда. Стихия унесла родную и близкую Зою, а вышло, что беда стала общей. Пока мы горевали и ужасались, вы искали. Мы приехали, вы искали. Мы уезжаем, вы продолжаете искать. Вы приняли эту историю сердцем, а мы, благодаря вам, пережили в своем сердце одну удивительную вещь. Когда видишь, что другие люди не опускают рук, не предаются отчаянию, а работают, ищут и не сдаются, то страх сжимается, отступает и приходит надежда. Мы каждый день наблюдали, как работают спасатели Абхазии с рассвета до заката, сменяя друг друга, не вылезая из воды, в нулевой видимости, ночуя прямо на берегу, питаясь на ходу, терпеливо слушая наши самые фантастические версии, выполняя наши самые замороченные просьбы. Мы получали помощь от самых разных людей, из других городов, совсем незнакомых нам. Это были дни не только ужаса и одиночества, но и уверенности, что за нами стоит добрая сила, которая не оставит в беде. Да, мы христиане и веруем в Бога как в главную силу, милующую и дарующую. Но после Бога первыми на этом пути были вы, люди Абхазии, говорится в письме. Зою Ромайя унесло течением реки Бзыбь во время наводнения в селе Алагадзе. К сожалению, ее пока не нашли. У женщины осталось 7 детей. К другим новостям. Кража из автомобиля, имевшая место в городе Новый Афон, оперативно раскрыта сотрудниками уголовного розыска. Подозреваемый задержан. Похищенное имущество изъято. Далее в выпуске оперативная съемка пресс-службы МВД. Кража из автомобиля, имевшая место в городе Новый Афон, оперативно раскрыта сотрудниками УУР МВД совместно с сотрудниками уголовного розыска и оперативным составом Новоафонского отделения милиции отдела внутренних дел по Гудаутскому району. Задержан подозреваемый. Задержанный, представьтесь, пожалуйста. Геворкян Артур Артурович. В связи с чем вы задержаны? В связи с кражей. Сломал окно в автомобиле. Где это имело место? В городе Афон. Что вы именно похитили? Там один рюкзак и сумка была. При досмотре сумки вытащил телефон, и лежал там паспорт и военный билет. Документы, в смысле? Да. В ходе этого всего я уезжал по дороге в село Ишери, по дороге в кусты выбросил сумки. Похищенное имущество, что у вас присутствует при себе? Похищенное имущество. В результате проведения оперативно-розыскных и следственно-оперативных мероприятий похищенное имущество изъято. В отношении гражданина Геворкян по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 155 Уголовного кодекса, возбуждено уголовное дело. Расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Гудаутскому району. Специалисты Абхазской железной дороги продолжают работы по благоустройству Сухумского железнодорожного вокзала. Центральное здание очищают от растительности и плесени. В оконных проемах будут установлены так называемые фальшивые окна. Вокруг планируют высадить зеленые насаждения. Какие еще работы проводятся и когда они будут завершены, узнавала Алика Трапш. Работы по расчистке Сухумского железнодорожного вокзала и прилегающей к ней территории продолжаются уже 2-й месяц. В настоящее время правую часть здания вокзала уже очистили от растительности, плесени и грибка. На оконных проемах установят фальш-окна в 3D-формате с имитацией старых проемов. Центральную часть здания также отмыли. Приступили к покраске железных обрамлений. Чуть позже их остеклят. На центральных порталах установят массивные алюминиевые двери.
Перешли на левую часть здания вокзала для того, чтобы отмыть, все это привести в порядок. Через пару дней приступим к реставрации балясиных частей, то есть нижней части вокзала, верхней части вокзала. То, что возможно будет привести в порядок, мы будем стараться привести в порядок, покрасить. Но нужно отметить тот факт, что само здание, как вы видите, полностью состоит из природного камня, который на протяжении 30 лет пришел в очень такое грязное состояние, и вымывать его очень тяжело. Параллельно с этим всякого рода препятствия, то есть последние события, которые прошли, мы вплотную связаны с водой, да, то есть последние события, которые прошлись по Абхазии, нас на несколько дней, фактически там дней на 5 просто отрезали от работы, потому что невозможно было проводить работу. Параллельно проведены работы по монтажу фальшобрамления здания Дома культуры Абхазской железной дороги. Оконные проемы закрылись с имитацией старых окон. Планируется также закрыть бывшее здание управления АЖД. Кроме того, реставрационные работы проводят и на столичных эстакадах. Их отмывают, красят, приводят в надлежащий вид. Также Абхазская железная дорога проводит восстановительные работы на грузовом дворе, где зачастую проводится выгрузка материалов, и строительных материалов, и общих материалов питания. Проводятся работы по восстановлению ангара, кровельное покрытие, для того, чтобы упростить процесс выгрузки ненастной погоды. Чтобы здание вокзала и прилегающая к ней территория приняли более эстетический вид, вокруг будут высажены зеленые насаждения. Посмотреть старые фотографии, есть перед вокзалом, перед каждым крылом зеленая зона. Мы будем ее восстанавливать, будем обрамлять поребрикой, выкладывать расстояние между зданием ЖД вокзала до асфальта брусчаткой. Все это будет доводиться до такого более-менее паркового состояния. Все работы по расчистке Сухумского железнодорожного вокзала выполняются за счет средств Абхазской железной дороги. Их планируют завершить до празднования Дня Победы и независимости Абхазии. Также АЖД проводит работы по расчистке Гудаутского вокзала. Алика Трапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. В Абхазии запрещается финансирование из бюджета расходов на проведение корпоративов, за исключением празднования юбилейных дат государственных органов и учреждений. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Александр Анкваб. Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство финансов. В Сухуме появились 2 смарт-аппарата, которые выдают порцию корма для животных, если опустить в них пластиковую бутылку. Один установлен в Новом районе, второй на Маяке, на территории Института экологии. Аппараты установлены общественной организацией «Абхаздеск» в рамках экологического проекта «Спасем мир от мусора». Тему продолжит Шазина Ханагу. 12-летний Айнар Парцваня живет в Новом районе. Он один из тех, кто уже испытал смарт-аппарат. Мальчик рассказал о том, что вместе с друзьями собирает бутылки, чтобы животные не оставались голодными. Айнар с улыбкой на лице отметил, что рад установке такого аппарата. Каждый день, когда мы собираем бутылки, приносим и собак кормим. У нас собака есть, щенята, мы корм приносим. Она вся худощавая, из-за этого приносим дома в садике. И так приходят люди, бутылки собирают, полные коробки и наполняют. И я видел такие несколько. Жалко, что их мало. Наоборот, больше должны ставить. Этот необычный смарт-аппарат установили в республике совсем недавно. Данное устройство подает в специальный резервуар воду и корм для бездомных животных в обмен на бутылки из пластика. Как только прохожий забрасывает бутылку в специальный отсек, в нижней части автомата подается корм. Идея об установке аппарата принадлежит общественной организации «Абхаздеск». Давно у нас болезненная тема экологии в Абхазии, да, и у нас это второй проект уже, первый был связан с бумагой. И вот когда мы разрабатывали проект по привлечению внимания проблемы пластика в Абхазии, мы думали, как же стимулировать людей, чтобы люди собирали пластик. И идея пришла, мы увидели в Стамбуле такие аппараты и решили установить, попробовать в Абхазии, чтобы человек сразу увидел результат. Да? Он бросил бутылку и высыпается корм для животных. Ну и, соответственно, могли еще и помочь бездомным животным, что и тоже большая проблема в Абхазии.
Простое устройство обеспечивает в постоянном доступе корм для животных, которые зачастую могут рассчитывать лишь на местных заботливых жителей, подкармливающих их. Такой необычный автомат питания приносит положительные перемены на ту территорию, где зачастую судьба бездомных животных незавидна. Смарт-аппараты были куплены в Турции, стоимость одного $2500. Мы их заказывали в Стамбуле. Там вот компания Pugidon, которая производит эти аппараты. Как вы видите, по индивидуальному дизайну. То есть аппарат, даже когда вы бросаете пластиковую бутылку, он на абхазском благодарит вас. Мы изначально приблизительно посчитали, заложили корм в проект. Конечно же, мы закупили корм. Специально купили корм для кошек, чтобы могли есть и собаки, и кошки. То есть процесс такой, что мы приезжаем, так получилось, что каждый день, потому что не ожидали, что будет такой спрос. Освобождаем аппарат, то есть забираем бутылки, смотрим, есть корм, нету, наполняем. Обслуживание чудо-автоматов полностью ложится на плечи работников Абхаздеска. Они ежедневно подливают воду, подсыпают корм, следят за техническим состоянием агрегата и собирают бутылки, опущенные в аппарат. Собранный пластик отправляется в пункт приема вторсырья компании «Экоапсна», а затем вывозится на переработку. Автоматы не только избавляют животных от голода, но и позволяют каждому вложить лепту в заботу о природе. Вы знаете, очень большой спрос. То есть люди с других городов просят установить такие аппараты даже там. И, наверное, одну картину расскажу. Когда в очередной раз приехала забирать пластиковые бутылки, я наблюдаю такую картину, как несколько детей бегут с бездомной собакой и с бутылками в руках, чтобы ее накормить. То есть вот эта картина, наверное, к которой мы стремимся, да, все, чтобы собирать пластик, не было мусора, еще и кормить, помогать нашим братьям меньшим. Таким образом, гражданские активисты надеются сформировать традицию проявления сострадания к бездомным животным и поддержать идею раздельного сбора мусора и переработки отходов. Представители общественной организации «Абхаздеск» благодарят представителей местных администраций за содействие в установке аппаратов. Проект «Спасем мир от мусора» осуществляется при поддержке программы развития ООН и Шведского агентства по международному развитию. Шазина Ханагуа, Раму Камке, Абхазское телевидение. Абхазский государственный университет объявляет дополнительный прием документов от абитуриентов по следующим специальностям: математика, физика, биология, лесное хозяйство, русская филология, теория перевода и межкультурная коммуникация, агроинженерия, профиль технические системы в агробизнесе. Прием документов с 18 по 27 июля включительно, ежедневно с 10 до 16 часов. Дополнительную информацию можно получить в приемной комиссии АГУ по телефону 223 10 22 или на официальном сайте университета. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 19 июля на территории Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно жаркая погода без осадков. Температура воздуха ночью 17-22, днем 25-30 градусов, температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.